Ну, я вот так и слышал, то, что Нестор при возникновении такого вопроса, вот как вы упомянули, Черноморская губерния до этого в Российской империи была, я вот слышал такую информацию, то, что озвучивался такой вопрос, вернуть изначально границы по реке Бзып, но Нестор Лакоба Да. блокировал это, и там по информации, ну, видите, это не подтвержденное, я как бы так непроверенно озвучиваю, даже Орджоникидзе в этом вопросе был не против, как озвучивалось. Ну, по крайней мере, в документах переговоры об этом вела только Абхазская ССР. Вот. Мгм. Мгм. Ну, вообще там же вообще была идея границу еще отодвинуть до Мзымта примерно. Вот. Ну, в общем, сдвинули до реки Псо. И в итоге современный Гагарский район уже принадлежит Абхазии. Короче, как-то все это так. Мгм. Вот. И вот по реке Псо официально установилась граница. Вообще, почему, вообще же была вот эта что идея, да, там еще сдвинуть границу, потому что вообще территория до Сочи, это же древнеабхазская земля, я вам скажу, мы вообще Абхазы, это сейчас как-то об этом уже мало кто помнит, но наши старшие в старину, они говорили Абсны-Какадудза, то есть Большая Абхазия, и говорили Абсны-Хуче, Малая Абхазия. Вот под Большой Абхазией они имели в виду территорию от Ингура до Бзып, а Малая Абхазия они называли территорию от реки Бзып где-то до Сочи. То есть эту территорию они назвали Малая Абхазия или Маленькая Абхазия. Там, кстати, даже вся топонимика абхазская. Адлер топоним абхазский, Мацеста топоним абхазский, Мзымта топоним абхазский. Когда идете на Красную Поляну, ущелье Хаштырское. Хаштыр слово абхазское, кстати. Цвижипсе, Цвижипсе, на самом деле так это правильно более звучит. Там вообще вся топонимика абхазская, если честно. Вот, в общем, как-то все так. Вот. Вот такие вот дела. А у нас тут князь висит, оказывается. Тебе как это, Денис, тебе как на аудиенцию к Папе Римскому подняться. Сложно попасть. Я так на Меня коротке. сейчас слышно, извиняюсь, со связью проблемы были. Добрый, Попадаю добрый. иногда, почему-то иногда плохо бывает. Я этот с вопросом зашел, там тебе дочка Дольфа Лунгрена, Дольф Лунгрен, голливудский актер есть такой, вот его дочка живет в Грузии, она тебе записала видео, обращение, если ты не видел после вчерашнего нашего эфира. Это с чашей, которая, да, вот это? Да как ее зовут? Я просто не могу понять. Кто? Ее Тея зовут. Ее зовут. Да, да. Это Ну, дочь Дольфа Лунгрена. ты знаешь, Гош, честно тебе скажу, я как-то, знаешь, не люблю спорить с женщинами. Да, она не женщина, она в принципе, она феминистка, она не женщина, у нее гендерного различия нет, она как бы отрицает гендерную принадлежность свою. Женя, это серьезно. Ну, ты знаешь, я не знаю, она может отрицать что угодно, но я все-таки кавказец. Вот. Но ты знаешь, это выглядит смешно, Ага. о чем она говорит, потому что, ну, во-первых, я ничего не говорил по поводу письменности грузинской в Абхазии, начнем с этого. Кстати, вот ты знаешь, очень многие, знаешь, вот такая привычка у некоторых грузинов, они что-то придумывают, Мгм. приписывают это абхазам Мгм. и начинают потом это опровергать. Вот. Так, я на это обратил внимание. У меня вот здесь дома, ну, я не знаю, может, кто-то читал, я в России на аукционе, я попался на один аукцион российский, и я там выкупил вот такую книжку. Вот она. Называется «Из истории письменности в Абхазии». Мгм. Вот здесь в этой книжке очень четко написано, какие века, какие года, какая была письменность в Абхазии, когда появилась письменность греческая, латинская, грузинская. Здесь очень четко написано. Но ты знаешь, конечно, я видеоответ в любом случае могу сделать. Это как бы для меня не проблема. Это первое. Второе, ты знаешь, она там такую фразу сказала, что в буддийском храме были надписи. Сейчас их там нет. Во-первых, там они есть. И откуда их знать? Она же там не бывает. Я там бываю, я знаю. Я неоднократно бывал в буддийском соборе. Вот. Во-первых, письменность грузинская там имеется. Никто их там не стирал. Другое дело, что храм построен из блоков местного известняка, и известняк сыпется. Время, к сожалению, буддийский храм не отреставрирован. Там, правда, крышу делают, я насколько знаю. К сожалению, время свое дело делает, и там наши туристы приезжают иногда, там вандализмом занимаются, там что-то рисуют, там Машу любят Петю и так далее. Меня вообще тоже удивляет, если честно, вроде бы мы все крещенные, а люди глупости страдают в храме. Ну, ладно, как бы другой вопрос. Вот. И она говорит, ну, она же самое главное, она не сказала.
Денис, она в одном видеообращении затронула 10 тем, и ни одну не по теме. Ни одной Да. по теме нету. Да. Просто я же вообще не затронул вопрос письменности грузинского Вот, Абхазии. она, знаешь, я как понял, она имела в виду, типа, ты говоришь, что грузины не проживали на территории Абхазии, а как же на Адмидийской чаше написано? Ну так я хочу вот здесь ответить. Соответственно, вот на Кубе там или где-нибудь пользуются латинскими буквами. Это что значит, что там живут, блядь? Ну это ж бред. Нет, Ну, я не знаю, Гош, что ты, видимо, пропустил, я по этому поводу уже говорил. да, я... В отеле Сиони в центре Грузии стоит древний храм 6 века, там надпись на армянском языке. Да, Что? Просто Зодчий был армянином. Это не значит, что там грузины, что там жили армяне. То же самое и здесь. Это во-первых. Во-вторых, эта фраза, сказанная ею, что вот этих надписей там нет, она же самое главное не сказала. Вообще-то там было, пускай это даже маленькие остатки, там было изображение Баграта. Почему эти фрески, вот эта фреска исчезла? У меня здесь в ТикТоке есть видео, где грузинская армия обстреливает этот храм. Да, есть. Это же эти же кадры, кстати, его же слили грузины, журналисты. Да, они и снимали, кстати. Грузинские журналисты снимали. Долгое время это видео лежало, видимо, где-то в архиве. И они, видимо, оцифровывая это, выкинули в интернет. Вот. Естественно, что мы это совершенно случайно обнаружили и, в общем, выкачали. Вот. Грузины этот храм обстреливали. Поэтому не надо нам рассказывать по поводу буддийской чаши, по поводу этих надписей. Видеокадры есть, все есть, как это все происходило, что они там творили с этим храмом. Поэтому, ты знаешь, я же говорю, просто она женщина, сейчас я не хочу с ней начинать там, знаешь, спорить. Нет, понимаешь, а вот их глупость, знаешь... Не надо врать, и чушь людям рассказывать, вот и все. Глупость, знаешь, начинается и заканчивается. Ни ты, ни я, ну я там не историк, я никогда не отрицаю, что да, был какой-то период времени, когда пользовались церковные служители грузинской письменностью. А в чем проблема, я понять не могу. Я ничего плохого не вижу. Я тоже ничего плохого в этом не вижу. Вот я тебе скажу. Вот давай тут нас сидят 79 человек. Смотрите, вот это работа Багажба, абхазского ученого, филолога. Книга называется «Из истории письменности в Абхазии». Книжку эту издали в Тбилиси в 1967 году. Открываем страницу 13. И там написано следующее. Наиболее древние грузинские надписи, засвидетельствованные на территории современной Абхазии, как Лыхнинская, Анухвинская, Царчинская, Гумрышская, Илорская, по мнению палеографов, датируются в основном 11-12 веками. Вот именно этот период, да. И вот он тут говорит, что вот самый ранний, который он говорит, что крайним памятником грузинской письменности в Абхазии можно отнести эпиграфические надписи, которые увидел, был такой исследователь Шоня в Гальском районе. Вот они датируются примерно где-то уже, получается, это вот начало 11 века. То есть это как раз тот период, когда династия Насидов прекращает свое существование, и в Абхазском царстве начинает править династия Багратидов. Что в этом плохого? Ничего, да? Это понимаешь? В Абхазии была греческая письменность. Кстати, чтобы ты понимал, потому что вот эта большая ошибка, очень многие думают, что это, кстати, даже в некоторых книгах об этом написано, что якобы, когда Багратиды стали править в Абхазском царстве, будто бы они заменили греческие на грузинские. Это неправда. Они писали римское, насколько знаю. Нет, параллельно. Смотри, Гоша, есть материалы. Параллельно с греческим ввели грузинский, но греческий никуда не исчез, кстати. Например, и потом, ты знаешь, некоторые надписи, они же были сделаны в более позднее время. Вот смотри, вот, например, Лыхнинский храм X века. Когда человек заходит в Лыхнинский храм, там имеется надпись на грузинском языке. Мы все прекрасно об этом знаем. Но некоторые могут подумать, что и надписи тоже X века. Ничего подобного. Ничего подобного. В Лыхнинском храме надпись XIV века и был сделан иконописцем Дионисий, греком. Кстати, там же в Лыхно есть надписи на греческом, а поверх греческого имеется надпись на грузинском языке. Там прям это видно. Да, там было исследование. Еще в советское время об этом было известно. То есть греческое письмо никуда не исчезло с территории Абхазии. Давайте для примера. Даже возьмем 19 век. На могиле сына Килишбея
Надпись на каком языке, Гоша, помнишь? Я, Лохме. по-моему, не на вязи было. На греческом. Да. 19 век. Софребея Чашба могила, надпись на греческом языке. Даже не на турецком, а на греческом, да? Да, на греческом. Да, она уже даже расшифрована с греческим языком. Да. А вот на могиле Хамытбея Чачеба, последнего правителя Абхазии в Мокском соборе, та надпись была на грузинском языке. Говорит ли это о том, что в 19 веке в селе Мок и в Лохны не жили абхазы? Может, там жили греки, а там грузины, что ли? Ты понимаешь, люди несут ахинею, извини за выражение. Они не понимают, что они вообще говорят. Знаешь почему? Потому что они не знают ни историю, историю Абхазии, я следил, что они вообще ничего читать не знают. Люди не знают даже свою историю. Я тебе даже больше скажу. Значит, в современной Армении есть очень древний храм, кстати. Очень древний храм. Значит, я тебе даже сейчас скажу, как этот храм называется. Бичмиадзин, скорее всего. Нет, это не Чмядзин. Я тебе сейчас даже скажу. Если сейчас я найду. Значит, есть, сейчас не вспомню, есть один храм армянский. Это халкидонский армянский храм на территории современной Армении. Там при входе, знаешь, надпись на каком языке? На грузинском. И что теперь делать? Никаких проблем. Я вообще, честно сказать, я тебе сейчас что скажу, на что они опираются, да? Вот их бред на чем начинается. То есть, если у вас там было Абхазское царство, покажите нам, где написано на абсуйском. Понимаешь? Вот это, во-первых, они не понимают, что такого слова абсуиц нету, абсуйского или чего-то. Покажите, где там на вашем написано. Вот смотри, Денис, ты проживаешь как бы в восточной части Абхазии, я вот, допустим, в Зыбской части Абхазии, да, проживаю. Вот у меня здесь первые храмы, у меня здесь начинаются, правильно же, если взять так. То есть храм крепости Абата. Я живу в поселке Бзып, там есть храмовый комплекс, когда поднимаетесь на Рицу 9 века. Там нету ни архитектуры в этом храме грузинской, ни надписей не грузинских. Теперь пойдем дальше. То есть это, я еще раз говорю, вот сегодня здесь, ребята, не обижайтесь никто, сегодня здесь работают узбеки, да, ребята с Узбекистана, Таджикистана. Они строят здесь гостиницы, там, дома, и где-то напишут на узбекском. Это что значит, что это Узбекистан здесь? Ну это же бред. Во-первых, Вот, кстати, вот Гоша, я вспомнил. Сейчас еще один пример. Хневант называется храм армянский. Хневант. Вот там при входе на грузинском языке надпись. Теперь смотри дальше пойдем. Вот мы берем сегодня, почему тогда вы такие же претензии? Тогда предъявляйте чеченцам претензии, потому что у чеченцев тоже пользуются грузинской письменностью, так как не имеют своей письменности. Есть надписи, найденные в Чечне, датированные в Средневековье, где пишут на грузинском языке. После они пользовались это. То есть малописьменные, подожди секунду, в мире существует всего 14 письменностей. То есть, соответственно, кто-то чьей-то письменностью пользуется. Абхазы пользовались так же, как и греческой, так же, как и грузинской, так же, как и турецкой. Никаких проблем. Сегодня абхазы пользуются кириллицей. Что это дает право сегодня русским говорить? Здесь по-русски кириллицей написано это русское. Теперь самый главный, да, пример. Все знают так называемый мост царицы Тамары. Есть кадры, я думаю, Денис, ты их видел. 30-е или 40-е, я сейчас точно не помню. Советский период. Фотография сделана до реконструкции. Надписей на нем никаких нету. После реконструкции появляются надписи. О чем это нам говорит? Я тебя чуть поправлю по поводу, Гоша, по поводу этого моста. Ты не совсем прав. Я тебе объясню почему. Почему? Потому что фотография сделана с южной стороны моста. И поэтому мы видим южную сторону моста, а надписи находятся на северной стороне. И поэтому с южной стороны их не видно. Их можно видеть только с северной стороны. Ну подожди, при реконструкции они были? Нет, смотри, у меня есть книга на эту тему. Старая книга еще того времени. Этим уже после аналитикой занимался наш ученый. Когда они расчистили мост, они эти надписи обнаружили. Это правда. Даже сегодня, вот ты сейчас поедешь, я там бываю на этом мосту, вот если сейчас поедешь, он весь окутан плющем, и ты эти надписи не увидишь. Надписи можно увидеть только тогда, когда ты почистишь мост от этого плюща. Вообще плющ, он там приелся с корнями, его постоянно убирают, а он там постоянно растет.
Значит, ну, фотографии были сделаны, это вообще-то зарисовка такая, была сделана с южной стороны. Потом ты учитывай, дело в том, что вот те надписи, он немножко, кроме того, что там еще этот плющ свисает, там еще немножко он обрастает мхом. Потому что это же известняк, а известняк впитывает воду. Из-за этого вот эти надписи немножко они закрываются этим мхом. Вот даже ты сейчас вот приедешь, чтобы увидеть вот эти буквы, надо очень внимательно присмотреться. Я знаю эту историю по поводу вот этой фотографии. В Фейсбуке их выложили. Надписи были там, да? И эти надписи там были. Другой вопрос, что ну, вот эти разговоры уходят о том, что их надписей там не было, то ли не были. Ну хорошо, ладно. Я еще раз говорю, я, допустим, еще раз говорю, никогда не отрицаю том, это ничего не доказывает. Об этом же я никогда не отрицаю. Это не меняет Конечно. историю Абхазии, на территории Абхазии. Конечно. Надписи на храмах ничего не доказывают. Ничего не доказывают, ничего не меняют. Это во-первых. Еще раз говорю, первые христианские храмы не имеют отношения ни к Иверии, ни к Грузии в целом. Они здесь построены, мы все знаем. Знаешь, что самое важное? Что самое важное, не храмы. Я тебе скажу. На территории Абхазии все древние святилища абхазские. Да. Да, все названия, топонимика. Ни одного святилища грузинского в Абхазии не существует. Да, вот об этом, вот это самое главное, да, название, да, самое главное название. И даже вот когда начинаем там вот эти споры бессмысленные, да, вот это просто элементарно, да, вот ты, как знаешь историю, проводишь часто время на Рице, вот Рица, само озеро, когда образовалось, Денис, ну сколько ему лет? Смотри. Что касается по поводу озера Рица, вот я, оказывается-таки... Ну, сколько нет, ему примерно лет сейчас. Я тебе скажу, максимум, как говорят исследователи... 3 века, я думаю, не больше. Да, 250 максимум. 3 века, да. Вот в этом промежутке, да. Ну, 300 лет, грубо говоря. И вот смотрите сюда, мои золотые. 300 лет для истории это вообще ни о чем, по сути, да. И вот если бы 300 лет назад Абхазия, как вы говорите, она Грузия. Тогда почему она называется Рица? Почему она не называется Манана, Луиза, там, я не знаю, любой грузинский топоним. Любой мигрельский грузинский топоним. То же самое с названиями. Сейчас рассмешу по поводу озера Рица. Я не знаю, я вам эту историю рассказывал или нет. В общем, в Москве обнаружили один архив. Ну, там, слава богу, в Москве много архивов. И там копались наши ребята и вытащили материалы по Абхазии. Там был, знаешь, что там было? Там был материал, экскурсионный текст по Абхазии с Сухума до Рицы. Значит, ну, естественно, там рассказывается по ходу движения, да, что выезжаешь в Сухума, Халяфоне, там Тетрисцхали, это вот то, что они так назвали, и так далее. И тут текст уже заканчивается Рица, и там было написано, что Рица, оказывается, с грузинского языка переводится. И переводится как типа что-то ужасное, в общем. Ты представляешь? Но это же глупость. Когда слово «рица» — это чисто абхазское слово. Конечно. Понимаешь? Ну, вот, в общем, вот такие вот вещи. Что делать? Я же говорю, ну, это, блин, ну, ребята, ну, хватит, ну, Грузию, знаешь, меня что убивает? Это все, знаешь, такие глупости. Меня... Вот мы все сидим, вот здесь, да, это будет на ТикТок или в Ютубе, вот эти всякие споры идут. Я неоднократно об этом говорил. В науке, когда вот ты садишься с серьезными учеными общаться, ни один ученый себе не позволяет сказать, что абхаз здесь не автохтоны. Над тобой просто посмеются и скажут, ну что. Что вы понимали, в научной среде эта тема вообще не обсуждается. Вообще не обсуждается. Это просто вот здесь, понимаешь, что ТикТок, вот здесь в Фейсбуке, вот это бесконечно эти разговоры, знаешь, это современный наш мир. Если бы люди почитали бы книги серьезные, они поняли бы, что какую глупость мы вообще все обсуждаем. По большому счету. 100%. Что-то Малика просит сказать ему, кому, не знаю. Кому что сказать, куда сказать? У тебя получилось бы это на все 200%. Малика, ну поднимитесь в эфир. Гидом быть. Тут кучу людей. Я как-то пробовал, но просто компанию хорошую не нашел, где работать. Тут кучу людей пишут,
поэтому не успеваю. Малика, так что если возьмете меня гидом работать, я пойду. Только круглогодично возьмите меня гидом работать. Знаешь, знаешь, как вот иду там, я как-то вел экскурсии, меня просили друзья там кого-то заменить, бывало, часто такое бывало. Мне нравится, в принципе, я это как бы... И вот у меня, когда начинается вот параллельная экскурсия идет, да, там, и вот какой-то экскурсия, мы поднимаемся, да, одновременно, часто бывает, поднимаешься там на Рицу или куда-то, и вот экскурсовод начинает нести вот эту ахинею, понимаешь? Ну, допустим, начинает рассказывать про дорогу, которую, оказывается, пленные немцы построили. Ну, вот это вот. И меня начинает, ты понимаешь, вот начинает злость в первую очередь брать, а во вторую я уже говорю, слышишь, вот пойди вон там, кофе попей, дай свою группу, я сам проведу их, пожалуйста. Если ты не можешь выучить элементарно, что в заповедник открыт в 1936 году, что это строили компания немецкая, что сколько рек втекает в озеро Рица, какие горы находятся, когда ты смотришь на озеро, блин. Ну, в конце концов, это же элементарные вещи. Если здесь сидят экскурсоводы, Да. по поводу озера Рица, ребят, купите вот эту книгу. Я понимаю, что это стоит денег. Называется «Госдача Черноморского побережья Кавказа». Там несколько томов, не перепутайте, там есть про Абхазию, есть не про Абхазию, не перепутайте. Присутствуют экскурсоводы. Вот эту книгу купите и не рассказывайте глупости, пожалуйста. Да хотя бы не то, что Дорогу книгу. на озеро Рица строили советские строители. Да. Строила организация под названием «Трудотранс» с 1932 года. В 36-м открыли. В 1935 году организацию «Трудотранс» переименовали в Государственный МВД СССР. И в 1936 году именно они достроили дорогу на озеро Рица. Вот об этом подробно вот здесь написано в этой книге. Еще раз повторюсь, называется «Госдача Черноморского побережья Кавказа». К сожалению, в Абхазии в продаже этой книги я особо не видел. Зайдите в Озон, зайдите в Альберис, или просто в Яндексе вбейте. Автор, я вам даже сейчас скажу, кто у нас тут автор, сейчас не вспомню. Андрей Артамонов. Вот здесь подробно обо всем написано, ребят. Кстати, Денис, я же когда... Я имею, кстати, удостоверение экскурсовода, я же пришел, я самый быстрый, который сдал это, я за секунд 20-30 сдал, как одним вопросом, когда заповедник открылся, я ему говорю, 36-й, он говорит, как мы? Я говорю, так вы же не ответили, в какой, в современной Абхазии или в советской, я говорю, Абхазии. Все, говорит, ясно с тобой, понятно. До свидания. Все. Мы тебя, говорит, знаем, ты там нет, говорит, в эфирах сидишь. Я говорю, все понятно. Даже, Денис, я понимаю, да, книжку напряжно купить, книжку трудно прочитать. Это труд. Мы с тобой пришли к тому, что книгу читать труд. Да просто с нормальным экскурсоводом один раз по маршруту проедьте, запишите его слова. Все. Ну, слушай, знаешь, как в любой сфере, в этой сфере тоже есть проблемы, это во-первых. Во-вторых, что касается повода общины фармацевтики, так скажу, ну, ты тут правильно подметил, да, людям сегодня очень стало сложно читать и что-то такое. Но понимаешь, в чем тут дело? Когда ты работаешь экскурсоводом, ты просто обязан просто заниматься. Ты знаешь, я тебе такую историю расскажу. Я встречался с экскурсоводами в сторону Новороссийска, в ту сторону. Чтобы ты понимал, эти люди пишут статьи и сдают журналы. Да. Понимаешь? Ты представляешь, на каком они уровне находятся? Не везде, правда, в России так. Поверь мне, там есть регионы в России, там гиды, мы по сравнению с нашими гидами, наши звезды хватают. Там вообще есть такие регионы в России, где ужасно проводят экскурсии.